Заплатите, вас снимает скрытая камера. Генпрокуратура начала проверку дорожных камер фото- и видеофиксации нарушений. Водители называют фиксацию бизнесом. По стране фотоловушки находят в кустах, за столбами, на бетонных блоках. Сегодня в рейд по треногам вышли татарстанские прокуроры. Как должна быть установлена камера и сколько их в республике, выяснил Салават Мухаммадуллин. Меряйте вот отсюда. С рулеткой в руках под контролем прокурора и инспектора ГИБДД. Так, сегодня операторы дорожных камер сами попали в объектив. Проверку инициировала Генпрокуратура. Причина – многочисленные жалобы водителей по всей стране. За машины, за деревья, да везде. Везде прячут. В основном прячут, наверное, правильно будет сказать. Нарушители должны, конечно, платить за свои ошибки, но не таким способом. Они не борются с нарушителями, а просто зарабатывают деньги, я считаю так. Камера вот спрятана, за деревом стоит. Вот некоторые кадры с российских трасс. За деревом, в кустах, прямо на земле или даже в кузове автомобиля. Штрафы – это бизнес, говорят водители. Дело в том, что фото- и видеофиксацией ПДД занимается не госавтоинспекция. Есть такие, как говорится, регионы, где ими занимаются как раз частники. И они, соответственно, живут на этих штрафах. То есть для них выгодно это на самом деле как раз чем больше штрафов, тем им лучше, да? В республике устанавливает и обслуживает камеры государственное бюджетное учреждение. В Татарстане сейчас 856 стационарных и мобильных комплексов. Только за 4 месяца этого года они зафиксировали больше 1 миллиона нарушений. Ежедневно на основе анализа аварийности проводимой мы выставляем комплексы в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, а также в местах, характеризующихся высокой вероятностью совершения дорожно-транспортных происшествий. По правилам, камера видеофиксации нарушений должна находиться от края проезжей части на расстоянии от 1 до 5 метров. Высота у каждой модели разная. Например, вот у этого Кордон М высота должна быть от 1,5 до 2,5 метров. Но здесь, как мы видим, все установлено по правилам. Иначе штраф можно оспорить. Для этого нужно сфотографировать и снять на камеру фиксирующий комплекс. Возможен человеческий фактор. Не исключено, что там или иначе возможны какие-то действия, неправильные действия по нарушению порядка установки камер, да, и других моментов. В правительстве страны уже предложили вернуть контроль над видеофиксацией нарушений государству. Есть инициативы и по установке предупреждающих знаков перед мобильными комплексами. В любом случае, лучший способ не платить – это не нарушать. Салават Мухаммадуллин, Андерсон Тальцев, ТНВ.